Всем большой привет из Коми. Сегодня последний день закрытия капканов. Сегодня съезжу еще последние остатки капканов закрою и все. Вот так. Смотрите, свежие следы лисы. Вот сюда она пришла. По следам видно, как здесь пошла и туда. По крайним домам села что-то ищет. Не боится ничего. Также еду на мототолкаче Альбатрос XLV9. Здесь, смотрите, пришлось мне сходить пешком. И ночью подостыло все. Думаю, проскочу, потому что там на реке наледь. И никто не ездил давно, уже сантиметров 20 снега навалило на буране. Бураниц вообще нету уже, все. Если бы не эти вешки, просто бураницу не найти. Налегке еду, взял лыжи, рюкзак пустой, там термос один. Ну и все, погнали в общем. Сегодня ветрено, холодно. С утра 18 градусов было. Ну и ветер восточный, холодный. Погнали, закроем капканы и закончим уже зимнюю охоту. Ух. Чуть лево, чуть право, все, тонешь, бля, по уши. Надеюсь, смогу я доехать. Потому что там бураницы не знаю, может и есть, может и нету. А старая бураница уже все под снегом, ребят. И по целине невозможно ездить ни на чем. Просто невозможно. Погнали. На средних оборотах лучше поеду. Вот тут наледь кругом на реке. Вообще классно поднялся. Особо не почувствовал. Вот тут немножко так нагрузка небольшая была. Почувствовалась. А так легко он проехал. Вторым рядом еще спущусь. Протопчу дорогу. Вот. Ну нормально. Пока едем. Там посмотрим как будет. Здесь старая бураница есть. По дороге надо посмотреть, какая дорога будет. Тут хорошо. Покажу, ребят, сколько снега примерно тут. На старой буранице, на сантиметров 20 пухляк. Тут хорошо едет, вообще здорово. Так вот корыто выглядит. Надо выключатель на фару, постоянно горит. Он мне нужен в лесу. Просто выключить надо и все. О, как тонет. Видите? Чуть в сторону отъехал, прям корыто вот так садится. Вон. Реально, блин, вот столько тонет. Это хорошо, что там еще комочки, и я смог проехать. И если я здесь проеду, могу и просто сесть. А по лесу он проедет везде. Даже с катками не надо склиза. Вот тут везде. О, как сегодня шатает деревья. О, хорошо. Снег, смотрите, как падает. Вот после этого
когда комки, настоящий не пух, а комок, вот такие комки падают, вот тогда и выдерживает вес техники человека. Сейчас на основную трассу доеду, там гляну. Дорога, как может, на буране кто ездил. Да, никого не было. Тут я еще ездил, ребят, дальше там, наверное, вообще целина будет. Тут лыжня, и мои следы, я там кругом ездил. Да. Хреновое дело. Первый перекур. Лыжня вон туда ушла. Я сейчас как бы ехал. Там лыжня была. И еду вот так, боком. Снег как-то намело, такая яма, и, блин, так неудобно рулить, капец. Но пока едет, там вижу, что бураница есть старая. Это моя бураница, туда только я ездил. Ну и после меня вроде как рыбаки еще как-то ездили, а тут... Видите, также пухляк, как манная крупа, блин, снег. И очень глубокий. Вот. Предлагали мне мои подписчики, лично общаемся с многими, я лично общаюсь, пишут люди, и Олег говорит, попробуй затянуть гусеницы. Чем затянутее, он как бы ровнее держится. А когда ослабленные катки вот так гуляют, и тоже зацепление хуже. Но в скором будущем, ребят, я склиз поставлю еще. Если этот снег будет держаться такой рыхлый, я еще попробую, покатаюсь на склизовой подвеске. Вот. Ну, думаю, доеду. Здесь терпимо. Дорога как-никак, там старые следы есть. А дальше там открытое место. Вот там хуже будет. Конечно, думаю, я еще сегодня буду буксовать. Так что интересно будет, где забуксую, там включусь. Вот. Не буду только вам показывать все хорошее. А покажу, как по-настоящему. Здесь хреново. Вот как-то боком едет. Честное слово, вот видно даже, вот как-то снег намело ветром, и он на буранице один бок крутой, другой вот такой пологий. И вот так вот едет толкач боком. Вот один хомут сейчас порвал, как-то зацепил я этот трос, и хомутик порвал. Потом, даже немножко так, изгиб такой получился, вон, смотрите. Да. Вот, наверное, где-то вот тут хомутик был, надо как-то пожестче закрепить. Видите, изгиб какой получился. Ну, не сломалось ничего, но нехорошо это. Вот. А так, нормально. Будем дальше пилить. Да, еще пару километров у меня один капкан. Я сперва этот один капкан заберу, потом уже на основное пойду. Там уже на лыжах. А здесь пешком схожу. Погнали. Там уже тяжелее будет, конечно. Никто не ездил. До капкана терпимо, а там вообще не знаю, ребят. Потихоньку буду ехать. Едет. Нормально едет. По целине даже не буду пытаться. Да и здесь ему нелегко. Не, прет, ребят, прет.
Лучшая техника в мире. Я. Так. Толкач там стоит, я пешком сейчас хожу до капкана. Смотрите, в прошлый раз приезжал, вообще уже следов не видно. Вот такие дела. Сердцебиение, наверное, больше 100 ударов в минуту сейчас у меня. Пока я ходил, вот смотрите. Вот такая красота. Представляете, сейчас любая техника, что толкачи, что бураны, то же самое задыхаются, едут. Коротыш вообще беспомощный. Вот это да. Ну здесь еще есть у меня вот старая бураница. Сейчас вспомнил, куда же я ездил. Это я ездил на покатушке. После покупки я катался по лесу там и к столику заезжал. Вот тогда я ходил сюда, ездил. После меня никого не было. А дальше, уже от столика, дальше дорога. Там, наверное, еще тяжелее. Если что, ребят, я честно говорю, я стану на лыжи и пойду лучше пешком. Что сможет, он поедет, а там подъем такой, тягун еще будет. О, там не сможет, конечно же. Я его понимаю. Потому что старая бураница, на старой буранице уже полметра снега. Там на здесь 20 сантиметров, там на все полметра. Но он едет еще, нагрузку чувствую, я уже нагрузку. Вот под нагрузкой он едет. Потому что нагрузка есть, вот прям вот, чувствуется. А считай, если на L8, то ну нет, он даже не сможет никуда. Он не сможет. Вот. На буране, да, на буране 32 лошадей или 34 у меня. Он, конечно, он мощь. Он жрет много, но он по этой буранице он пройдет легко. Он не почувствует. Он пройдет. А чуть лево, чуть право он утонет. И все. А потом ты будешь умирать там. Доставать его. Ну нафиг. Нет, ребят. Мне вот тоже пишут, Олег. Говорит, купил бы ты двигатель 20, там поставил на на буран, и лучшей техники нету. Я об этом очень много думал тоже. Нет. Все равно, как ни крути, буран тяжелый. 20-ка по этой целине он тоже не пойдет никуда. Не сможете пройти. По лесу, может, и он проедет, так же, как и мототолкач, но в управлении все равно мототолкач легче. По лесу, по густому лесу, там поворотливее. Вот. И, блин, плюсовой температуры нету, надоело уже этот снег, конечно. Видите? Вот без напряга, вон как каша, как крупа, как соль, как крупа, я не знаю что. И весь, никакой прослойки нет. Вот, поболтал, дальше сейчас поеду. Ну, здесь я снимать не стану, уже где будет полная целина, там включусь. Сейчас еду дальше. Тут примерно 1,5 километра, наверное, еще осталось от силы. Там уже, там, думаю, вообще даже бураницы не видно. Не знаю, как дальше ехать. Вот тут мои следы заканчиваются. Я сюда заезжал, там катался. Приехал, съездил к столику и обратно поехал. А дальше вот, пожалуйста, я уже застрял. Вот она. Опять направо меня потянуло, хотя вот видно еще более-менее как сказать, следы. Вот это километр я если поеду, там будет поле, старая вырубка и тягун подъем, я там точно уже не смогу. Здесь выеду вот сюда. Немножко меня потянуло вправо, потом забуксовал. Поэтому. Но все равно, вот для примера. Вот. Я говорю полметра. Полметра каши. Это как на пляже, вот песок такой же. Здесь лоси прошли, переход лосей вот тут. Я не стал уже снимать только газку. На обратном пути, наверное, может покажу. Так, ладно, сейчас
Пусть немножко, буквально 5 минут, пускай остынет. Там я капкан забрал один. Там такая пустая сработка. Ну, на снег упал на капкан и сработал. Привада висела, ничего, никто не тронул. Вот этот капкан забрал, сейчас дойду. Сколько смогу, еще поеду. И уже на лыжах буду идти по лесу, собирать капканы. Да, там еще в одном месте тоже направо меня скинуло. И на бок я вообще упал даже. Там яма такая получилась. Ну, 500 килограмм упал. Вот такая картина. Как он может 500 килограмм тащить? Дыбом встает, блин. Никакой буран не поедет сейчас. Даже длиннобазовый, но тут запыхается он. Нет, ребят. Вот по лесу, если я по лесу, то поеду легко. Но там тоже куда поедешь, там ручей будет, и все, запутаюсь там, не смогу. Вот так тепло одеваешься, потом потеешь, потом остываешь, потом лафа будет. Так, ну что, попробуем еще. Он сможет бураниться даже. Старая буранится. Вот она. Вот реально, блядь. Сейчас покажу. Вот прослойка. Получается 20, 40 сантиметров минимум. Вот такие дела, ребят. Верьте, не верьте. Просто щадит еще. Я на первую избу также не смог заехать. Вот и здесь. Он тоже не может. Он не сможет поехать. Он зарывается капитально. Все, приехал, видать, я. Он просто зарывается по уши. Просто беспомощный. Придется пешком идти. Капец. По лесу не вариант тоже. Да и пешком я замучаюсь. Да, не может. Я вот сяду, и он просто проваливается. Немножко хоть. Если с километр проедет, то хорошо. А, поехал. На склизах может и поедет, я не знаю, представления не имею. На катках тяжело. На средних оборотах еду. Там на повороте уже все, подъем будет. Пока едет. Тяжело. Капец, конечно. Километра в час максимум. Сейчас все застрянет. Плавает, смотрите. Вот это да. Возле деревья более-менее. Комки упали. Вот тут.
Вот здесь хорошо, она сразу прихватит. Он сейчас, смотрите, он просто полетит. Где комочек, там и зацепление. Если слабинку дам, то все, сразу застрянет. Капец. Вот тут небольшой спуск, и там подъем будет. Все, тут придется оставить. Уверен, там точно не поедет. Ребят, тут подъем начинается. Нет, нереально там. Все. Куропатки ходили. Все. Еще полчаса. Да. Он сейчас станет. Все. Хватит, ребят. Нисколечко дальше не поеду. Не буду мучать. Здесь я развернусь. Вот так, ребят. Что значит, я сколько там сюда уже давно не приезжал. Вот когда я терял собаку, тогда последний поход был сюда. Ну вот, на буранице такая вот борозда осталась.
Ну и видели, как я развернул. Здесь хорошо набуранится еще. Вот и толкач был. Но все равно развернуть, если сравнить с бураном, то небо и земля. Задний ход, конечно, нужен здесь. Задний ход. Я у производителей спрашивал, можно ли в домашних условиях, скажем, задний ход поставить. И вы не поверите, они мне что ответили. Можно, говорит Олег. Так что, может, в будущем году я подумаю насчет этого. И если будет возможность, я сюда поставлю задний ход. Но надо еще поспрашивать, конечно же, что лучше. Задним ходом теряется мощность или прибавится, или плюсы-минусы надо узнать сперва, потом уже ставить. Вес может другой будет, или же еще что-то там, какой-то нюанс. Ну и думаю, все равно в будущем, как ни крути, думаю, вот по отзывам, по комментариям, что я вот читаю на других каналах, многие пишут, что не хватает здесь заднего хода. И производители снежного региона насчет таки будут думать, что дальше делать. Какой спрос будет. Людям надо задний ход. И думаю, уже следующие выпуски уже будут задним ходом. Потому что, знаете, вот я вот сейчас смотрю некоторые переделки. Вот эта скоба у других на каналах, я смотрю, показывают тоже люди. И этой скобы нету. Сейчас вот это уже добавили. Вот это есть. Некоторые доработки, наверное, все равно делают, что-то там переделывают. Вот. Ну, не знаю. Я так сказать. Лично мне, знаете что. Но эта скоба нужна. Ручка, чтобы поднять мототолкач или еще. Но, как понял, мне нужен больше, наверное, задний ход, чтобы выезжать из гаража или во дворе там развернуться. Здесь пухляки, наверное, вряд ли он тоже что сможет, но все равно. Возле дома или на готовой буранице, в гараже, там из гаража выехать, задний ход нужен. Вот. Ну, где-то застрял, может, наоборот, чуть-чуть, где-то сантиметров 30 назад отъехать, чтобы дальше поехать. Ну, задний ход, да. Хоть какая техника нужна. Знаете, что еще хочу сказать? Вот летом я вам показывал езду на трицикле. И я там сразу озвучил, ребят, кто присмотрит, кто будет покупать, покупайте с задним ходом, с реверсом. Именно трициклы я имел в виду. И он нужен, потому что на трицикле вообще летом задний ход, ну, он нужен. Действительно, это без заднего хода ты каждый раз будешь вставать с трицикла, чтобы там, а там немножко застрял, задний ход включил, он выехал. Нужен задний ход. И здесь тоже, я думаю, тоже не помешает, если он будет. Ну, подумаю насчет этого. Если надумаю, то, думаю, проблем никаких не станет. Если производители уже так сказали, что возможно самому поставить. Что будем думать. А я думать люблю. Слишком много переделывать не хочется ничего, мне все устраивает. А насчет заднего хода, конечно же. Ну вот, показал немножко, как он едет по глубокому снегу. Вот считай, это бураница, 50 сантиметров бураница. А ты чуть лево-право отъедь, там уже не 50 сантиметров провалишься, а метр. И что вы хотите, чтобы он еще взлетел оттуда? Да не сможет. Вот идите, вот параллельно этой буранице по дороге, вот до горы, сколько вы выдержите. А многие это не хотят понять, услышать меня, что я показываю, что рыхлый снег. В южных регионах, да, он уже хороший, но у нас еще вообще жопа настоящая. Никуда не выехать, не проехать. Даже длинные бураны в селе стоят, понимаете? Длинные бураны не выезжают, они знают, что они будут сжечь бензин, а толку нету никакого. На лыжах тоже по пустырю идти. Я сейчас здесь тоже буду идти. И... Все, немножко поболтал.
надо идти. Сейчас уже на лыжах.